С августа 2014 года в республике функционирует оперативный штаб по мониторингу цен на продовольственном рынке. В состав этого штаба входят представители органов исполнительной власти Республики Коми, представители федеральных структур, представители Общественной палаты, что для нас тоже важно. И работа прокуратуры в составе оперативного штаба, ее очень сложно переоценить. По поручению генпрокурора Юрия Яковлевича Чайки прокуратурой Республики Коми проведены проверки в торговых сетях, в крупнейших в том числе. И я хочу отметить, что, по моему мнению, эти проверки проведены весьма эффективно и отобразили реальную картину, которая сегодня складывается в городах республики с точки зрения ценообразования на розничном рынке. Но я полагаю, что эту работу нужно продолжить и спустить ее на уровень муниципальный, поскольку самые незащищенные граждане проживают именно в сельских поселениях, где зачастую у жителей нет возможности выбора, так как на территории вот этих муниципалитетов, этих населенных пунктов работает, как правило, одно единственное торговое заведение. И в этой связи, пользуясь случаем, прошу вас, Сергей Александрович, организовать и провести эти проверки в сельских районах Республики Коми, при этом учитывая тот факт, о котором сказал Сергей Александрович, факт ротации прокуроров. Это не должно отразиться на эффективности такой работы. В сентябре прошлого года произошла корректировка структуры правительства, создан ряд новых ведомств, в том числе комитет по ЖКХ. Тем самым мы еще раз подчеркиваем важность и роль, которую отводит правительство этой сфере. И на протяжении целого ряда лет органы прокуратуры уделяли повышенное внимание в сфере жилищно-коммунального хозяйства и в сфере обеспечения жилищных прав граждан. Возникающие проблемы в указанных сферах затрагивают каждого жителя республики, что в том числе и становится причиной достаточно большого количества обращений граждан. И здесь мы надеемся на то, что органы прокуратуры нашей республики, как важный правозащитный институт, будут жестче подходить к обращениям граждан, так как зачастую в жалобах скрываются факты мошенничества со стороны должностных лиц, со стороны компаний, которые оказывают услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства. И очень часто жертвами обмана становятся самые незащищенные слои населения. Анализ обращений, которые поступают в органы исполнительной власти республики, говорят о том, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства остаются актуальными вопросы ненадлежащего исполнения организациями жилищно-коммунального хозяйства обязанностей по предоставлению гражданам коммунальных услуг, по надлежащему качеству предоставления этих услуг. И как председатель правительства Республики Коми, Сергей Александрович, я прошу вас организовать межведомственное совещание для четкого определения совместной и скоординированной работы в сфере защиты жилищных прав граждан с определением роли, задач и полномочий каждого из органов власти, который к этой работе причастен. Ну и завершая свое выступление, я еще раз отмечу высокие показатели работы органов прокуратуры в 2014 году и надеюсь на то, что в этом году, в 2015, работа будет как минимум оставаться на вот этом высоком достигнутом уровне и во многих вопросах еще в большей степени совершенствоваться. Спасибо.